Всем кинолюбителям привет! С вами Чонг Экран, программа о кино, а если точнее, то о пути наших гостей в киноиндустрии. И хочу представить вам сегодняшнего нашего гостя. У нас в студии известный актер. Я думаю, фильмы с участием Азамата Уланова мы смотрели точно все. А также с недавних пор, насколько я знаю, вы начинающий продюсер и сценарист, если все верно. Все верно. У нас в студии Азамат Уланов. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела, Азамат? Все круто, все классно, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо, что согласились прийти. Да, вообще. Я уверена, у нас с вами сегодня выйдет прям такой классное интервью. Да, я Очень думаю. надеюсь на это. Нет? Вообще, самый такой первый вопрос. Разбавим, немножечко разгрузим обстановку. Какой крайний фильм вы вообще смотрели вот недавно буквально? Прям, чтобы я смотрел. Да, ну вот последний фильм, который вы смотрели. Последний фильм, который я смотрел. Давайте, вспоминайте. Так. Последний фильм, который я смотрел. Что же это у нас? Это, наверное, Дюна 2. В кинотеатре? Да, в кинотеатре. Вау, слушайте, отлично. А вообще, если вот говорить о кино, о фильме, вы помните, так скажем, углубимся немножечко в историю, вы помните, как вас отобрали на самую вашу первую роль? Так, вообще в целом, мое становление Азамата Уланова, такого некого типа актера, все благодаря КВН, от которого, благодаря КВН, в который я перешел, параллельно начал играть еще в Тамашоу. В Тамашоу в жюри сидят известные режиссеры в Кыргызстане. Они заметили, позвали на первый фильм. И то есть вот эта цепочка, начало всей этой цепочки благодаря, думаю, КВН. Вообще, а в КВН вы пришли в 11 лет? В 11 лет, да. То есть я до 10 лет жил на окраине города, в средней школе учился. И переехав в микрорайоны, пришлось начать учиться в гимназии, в 6-й, где как раз таки момент, когда я перешел в сентябре, учился сын друга моего отца. А мы с ним с детства знакомы. И он говорит, а он, оказывается, участвовал уже, состоял в команде этой школы, сборной 6-й школы. И он говорит, вот у нас идет кастинг к нам в команду. И говорит, пойдем к нам. Типа, как знакомого позвал. Я говорю, почему нет? Я иду в актовый зал, там проходила репетиция, некий типа маленький кастинг. И были руководители команды, которые помогали писать шутки и готовили эту команду к играм. На тот момент они были уже опытными в КВН. И у тебя большие глаза, на тебе кепку, думаешь, что это шляпа, представь, что это шляпа, и покажи кота из Шрека. Вау. То есть вот сами вот так. Типа. Да. Я встаю, и они такие, все, ты точно кот из Шрека, это твой образ. И вот мой первый образ в такой творческой жизни, это был кот из Шрека. Я вышел, игры проходили в Сейтеке, все школы между собой соревновались, там 1/8, 1/4. Я вышел в 1/8, показал кота из Шрека, все школьники в зале просто разорвались. Это был разрыв, все четко, всем понравился. И вот так я начал выходить, начал нравиться зрителям, жюри, начали выигрывать в школьной лиге. Все участники Тамашоу, так сказать, рабатывали, готовив школы. Вот. И руководители других чужих команд заметили меня и говорят, мы играем в Тамашоу, если что, хочешь, с нами сыграй. Типа, мы тебя зовем. Я говорю, родителям, почему нет, иди сыграй. А на тот момент Тамашоу проходил во Дворце спорта, и там просто полный зал всегда был Дворца спорта, 2500 человек. Выступил в Тамашоу тоже начал нравиться зрителям. И в жюри сидел наш режиссер. После игры, через 2 дня, по-моему, он как-то нашел мой номер, позвонил сам лично и говорит, вот, Азамат, я собираюсь снять фильм, называется «Что бы ты сделал» на кыргызском «Сенен Негулмаксын». Там есть в начале эпизод и в конце. Как думаешь, что сыграешь? Я говорю, давайте. Вау. 11 лет, маленький мальчик. Я говорю, конечно, родителям, они такие, все, давай, балам. Приехал, сразу отсняли мои сцены, где-то вот с утра до вечера. Снимали, забыл, как «Горная Маевка».
где Хойташ вообще какое-то село было, возле кладбища снимали. Вот, и взял 500 сом, свой первый гонорар, принес домой, родители просто были очень сильно рады. И вот мой Получается, вот путь. истоки, так скажем, Да, самое начало. Говоря вот вообще о самом начале и о вашем пути в кино, сейчас для наших зрителей будет такое небольшое видеоознакомление вообще о вас, такой сюжетный ролик, а после у меня еще очень много к вам вопросов. Давайте посмотрим. Актер, сыгравший известные нам смешные и драматичные роли, родился 12 августа 2000 года. Творческий путь Азамата Уланова начался со школьной команды КВН в 2011 году. Позже его талант был замечен кинорежиссерами, и актера стали приглашать в большое кино. Дебют в киноиндустрии состоялся в фильме «Сенем некл махсан». Актер с детства любит футбол, а также является участником медиакоманды сборной Кыргызстана по футболу. Мы можем видеть Азамата Уланова в таких проектах, как «Кошбой», «В поисках мамы», «Пиртуганчик», «Напарники», «Брат или брак 2» и многие другие. Сейчас Азамат Уланов пробует себя в роли сценариста и продюсера. Актер, которого мы знаем как Сакенчика, Кешу, Дерзкого мальчика, а также сыгравший много других ролей, Азамат Уланов сегодня у нас в гостях. Мне это видео нужно, оказывается. Да? Ну, да. мы можем потом, вам его отправить. Потом отправьте, это очень милое видео. Хорошо, договорились. Вот вообще в КВН вы вступили в 11 лет, получается, это был 2011 год. Когда вы вот набирали такую популярность, это был вообще период такой становления личности, такой подростковый немножечко период. Как вы справлялись? Получается, вы участвовали вот и в КВН, и в Тамашо, также вы уже снимались в каких-то проектах в кино. Ну, плюс вы еще учились в школе. Как это вообще получалось совмещать? В первую очередь, именно в тот момент, как раз как вы правильно подметили, в становлении вас как личности. Да, вот, как личности. Еще и реально, это был подростковый период, еще школа. Хочу выразить благодарность своим родителям, потому что они, в свою очередь, как родители, могли бы и имели право много где запретить, переживая о моем образовании. То есть, ну, сказать балам, давай там чуть здесь меньше, футбола меньше, давай выезда за границу меньше, творчество, но учись. Но да. Они прям полный фокус решили дать моему творчеству, полностью поддерживали и, так сказать, тоже были вместе со мной по течению творчества. То есть какие бы ни были бы поездки за границу, съемки, выступления, репетиции, даже в том числе и футбол, они всегда говорили: делай, 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 учеба наоборот поймет. То есть они были в такой позиции. И спасибо, конечно же, всем преподавателям на тот момент гимназии номер 6, я их всех лично помню, то, что, ну, действительно, я мог пропадать месяцами. То есть, если сама четверть состоит из 3 месяцев, я пропускал 1/3, возможно, где-то бывало половину, потому что подготовки к КВНу занимали около месяца, сама поездка около недели, и потом у меня еще футбол был. То есть, я приезжал, а мои уже одноклассники прошли где-то 15 тем, где-то так, и я говорю, ну, как я сдам четверть? И учителя всегда шли навстречу, ничего. Главное, пойми, вот эти там определенные пропущенные темы, ты пойми, дома прочитай, или если что, можно на дополнительные уроки остаться. Расскажи нам, главное, чтобы мы поняли, что ты понял, и поставим оценку нормальную. Главное, дай нам знать, что ты типа прочитал и понял. Я реально за пропущенные темы пытался понять, иногда бывало, вот на дополнительные уроки оставался, рассказывал им, такие, все, ты понял. То есть догнал своих одноклассников и как-то 9 класс, да и в целом школу закончил на красный диплом. Вау. Как-то, да. Ну, не то, что как-то имеется в виду благодаря преподавателям, то, что они понимали, шли навстречу, и я там как-то старался догонять. Вот. В моменте, то есть расписание у меня было такое, что утром у меня школа, к примеру, с 8 до часу. После этого у меня футбол с 2 до 4.
И потом в 5 я ехал в офис КВН и репетиция до 9 ночи. И домой, и сразу спать. Вот, то есть вот такой каждый график, как будто я на работу уезжал. Да, Дома мне получается. родители видели только вот перед тем, как уехать в школу и перед тем, как уснуть, да. А в случае уже выездов, то уже все. Надо было с утра ехать на репетиции, потом футбол и снова на репетицию ехать. А с таким вообще бешеным графиком не потеряли себя? В тот момент у вас не было какого-нибудь, Да не нет. знаю, выгорания? Как раз таки вот выгорание происходит в последнее время. Не то, что выгорание, а уже Состояние не сказал бы, усталости, что я ли? постарел, что суставы болят, но тем не менее уже вот этого нету драйва, огня, где ты можешь с 8 до 9 пахать. По-любому хочется где-то взять Надо уже, перерыв. поспать. Да, поспать где-то уже чуть посидеть, да. Но отвечая именно на вот вопрос, как вы справились с становлением личности, был момент, когда Азамат Уланов, он очень сильно звезданулся. Он заболел звездной болезнью. Вау, кстати, вот хотела спросить, давайте поговорим о вашей, Да, об этом. очень сильно такой важный урок, очень важный урок. Не только для творческого Азамата, но и для в целом, как человека Азамата, очень важный урок, потому что это было после фильма «Биртуганчик». То есть, если до «Биртуганчика» я снялся в 3 фильмах, это были эпизоды. И «Биртуганчик», не сказал бы, что, конечно, там тоже был эпизод, но фильм, который вот попал и стрельнул, после которого все люди начали со мной фототься. Да. То есть Азамат, который просто играл в КВН, там, учился в футбол, резко с ним начинает фототься. Популярность приходит прям вот все в кармане. Люди начинают тебя хвалить, интервьюшки, те же радио. Пацану 13 лет. Резкая популярность. И в том возрасте, наверное, тяжело это как-то с этим справиться. И сразу я начал все уже, то, что все, я крутой. Я начал быть, грубо, можно сказать, наверное, это по сути то же самое, высокомерно. Вот, не признавать людей, ниже себя, ты кто, я актер, ты кто. По отношению к одноклассникам я изменился, друзья издевались, не то, что шутили давно, что, может, вниз посмотришь, а то сейчас потнешься. В коридоре в школе шутили. Дома на сестер начал орать. То есть бывало, где они просили, там, условно, помыть посуду где-то дома, убраться. Я говорю, вам это надо. То есть человек меняется на 180 градусов. Это человек становится очень таким неприятным. Это очень плохо. Конечно. Это очень плохо, и со стороны это прям мерзко. И вот в творчестве старшие люди начали уже говорить, типа, там, давай, чуть не фигей, тебя не узнать. И все дошло до такого, что друзья начали отказываться, то есть говорить, типа, либо ты давай в себя приходишь, либо с тобой нет желания дружить. С тобой неприятно общаться, сестры начали, родители посадили дома нотации читать. И в момент, когда я уже начинаю, что реально начинаю много чего терять, и люди прям вот отворачиваются от меня. И родители очень сильно наругали словесно. Понимая, что все, походу, что реально не то, себя начинаю не узнавать. И в себя приходишь, потом, когда уже проходит время, начинаешь с людьми общаться, и когда ты уже даешь знать, что ты все пришел в себя, и уже спрашиваешь, типа, якобы от третьего лица, а каким я был, и они говорят, блин, знаешь, вот давай садись. К примеру, тогда вот такое было, тогда вот так-то было. И ты слушаешь это все, и ты такой, реально, блин, это что, я был. И почему я говорю, что не только как для творческого Азамата и для обычного Азамата, что это урок в жизни, что ты, неважно кто ты, будь ты президент, будь то ты бомж, будь то ты уборщик, будь то ты актер, все люди на этой земле равны. Да? И это также и в религии, что один из больших грехов – это быть высокомерным, из тяжких грехов. Вот, и это после того, наверное, до где-то 19-18 лет я прям вот, что бы то ни было, всегда говорил, так, все, Аза,
быть То наравне, есть вы быть старались наравне. это как-то контролировать? Да, это Мгм. очень тяжело. Очень тяжело. Обидеть человека своими такими поступками. Потому что я много кого обидел, оказывается, тогда. Вот такая история была. Да. Ну, наверное, все-таки звездная болезнь. Я не знаю, у всех ли актеров, у всех ли вообще известных людей она наступает, но учитывая тот факт, что с вами это случилось вот в такой 13 лет, вы сказали, да? Это Это как прям ветрянка, да? В во- молодости надо быстренько, надо переболеть, да? да, переболеть. Да, я скажу, что к удивлению и к сожалению, многие звезды у нас в Кыргызстане, в шоу-бизнесе, взрослые, по сей день болеют. Да. Есть Ну, такие люди. а вот мне интересно знать, как, например, вот сейчас, будучи вот 23-летним, правильно, 23-летним Азаматом, вы можете сказать, что вот у вас это прошло, что вы вот сейчас там, не знаю, и вот вопрос такой, ну не то чтобы злоупотребляете, но пользуетесь ли вы где-то там тем, что вот вы известный актер, тем, что вас многие знают? Отвечая на первый вопрос, что до сих пор ли, конечно, нет. Конечно. Я думаю, вот это вот в те года, вот, это было первый и последний раз. И, наверное, сразу же тогда я оставил. Мгм. Опять-таки, потому что я вот послевкусие очень плохое осталось. И я думаю, это невозможно, чтобы я снова таким стал, зная, что я сделал, что я натворил, и что люди могут подумать. То есть это какой-то триггер внутренний. Вот. А пользуюсь ли я тем? Да, конечно. То есть это, не в плохих. Ну, где-то там, не знаю. К примеру, как сказать? Ну, это что-то безобидное такое. Да, то есть, бытовые моменты в Да. жизни. То есть где-то там я условно стою, к примеру, в очереди на оформление в ГРС у нас. То есть недавно я был. И так, наверное, продолжается уже, лет 7, где-то, плюс-минус. 6-7 лет. Типа, Как вот прям уступите сильно мне. начал. После поиска мамы. Это вот в Да, 2017 году вышел фильм. Сколько? 7 лет прошло. Вот. И то есть это вот бытовые моменты в жизни, когда, вот, например, недавно я машину переоформлял, стою передо мной человек 40 в очередь. Я аккуратно в справочную подхожу и говорю там, салам алейкум, аскей, как дела, там, что там, фильм Тартлота, болото, я говорю, да, куда еще, говорю, я говорю, вайкем, там, 40 человек, там, что, быстренько сделаем, он говорит, так смотрит, говорит, только охренеть, типа, значит, столом, он сам талон распечатал, говорит, давай, это аккуратно делай, я фук, и там уже, и этот талон, типа, после уже передо мной 2 человека, то есть вместо 40 стало 2, я после 2 людей фук зашел, переоформил и уехал. Бывает, гаишники останавливают, узнают, там, конечно, говорят, аккуратно, уезжай, делай. Вот. И вот такие мелочные моменты в жизни, конечно, помогают, что я для нашего народа известный. Вот вы затронули 2017 год, съемки фильма «В поисках мамы». Это, наверное, такой прям бум какой-то был, возможно, да, в тот момент. А с этими съемками они проходили в Америке. Ну, то есть какая-то часть их проходила в Америке. Можете ли вы сейчас вот сказать, в скольки вообще странах вы были, участвуя в разных съемках, будь это, не знаю, КВН, Тамашо, также кино? Блин, я даже, оказывается, не считал. Но То есть самых таких, наверное, запоминающихся. Это, в целом, благодаря КВНу, благодаря КВНу и, собственно, за этими тамашовые фильмы посетил много стран. Наверное, вот это Америка по-любому, конечно, это, наверное, самая запоминающаяся страна. А потом, наверное, остров Мальдивы. Вау. Да, конечно, там не по творчеству, не поэтому, но со своим старшим братом с Казахстана, с тем же актером, с которым мы снимали «В поисках мамы», Тауикель Муслим, вот мы с ним полетели отдыхать на Мальдивы. И запоминающийся. И очень много стран в Европе, в Азии. Вот. А съемки, да, проходили в Америке, в 4 городах. Это Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Вашингтон, Нью-Йорк. Вот. Были мы в Америке 25 дней. Вот. Вам было тогда 17 лет. Нет, мне было 15 лет.
А, это фильм вышел в 17-м году. Да, мне было 15, ну в 16-м году мы снимали, у меня же просто день рождения в августе 12-го, мы как раз полетели в середине июля, или в конце июля. Мы полетели, мне еще было 16, и я 16-летие встретил в Лос-Анджелесе. Вау. То есть я еще помню, точно помню, в этот день у нас был выходной. Мы были в Лос-Анджелесе, у нас был такая гостиница типа хостел, то есть вот там апартаменты. То есть там такое здание, оно вот такое как квадрат, посередине дворчик, и там бассейн. Там лежаки, бассейн. Да. Вот, и я помню, я купаюсь в бассейне в Лос-Анджелесе. 16 лет. Да, 16 исполнилось уже, я купаюсь, только вышел с бассейна, лежу, там что-то, по-моему, с родителями пообщался, что вот, все нормально, а у них здесь тогда было у них был вечер, у нас было утро. Я поговорил, что я лежу, и Руслан Ахун с продюсером Нурбеком Айбашем приходят и дарят Apple Watch, часы. Типа, вот, с днем рождения, это вот, наверное, я буду это и в старости вспоминать, потому что, это вот прям вот, когда даже говоришь, сам снова вспоминаю и радуюсь. Такие теплые воспоминания, что это Лос-Анджелес, бассейн, день рождения, еще и на съемках, и получить Apple Watch 15-летнему Азамату, это просто чуть ли не сдох тогда часть. Вот. И так вот. Вот вообще, есть ли у вас на данный момент какие-то самые, наверное, вот значимые, вы сказали о значимом дне таком, да? А если говорить о значимых каких-то проектах именно в кино? Ну, по-любому, это «В поисках мамы». Это вот, как сказать, наверное, толчок, как это называется, бустер? Ну, среди геймеров это называется бустер. Да. Это что-то вот вспомогательное. То есть, если бы не фильм «В поисках мамы», я, конечно же, пытался бы ходить на кастинги, снимался бы и когда-то дошел бы, наверное, возможно, до сих пор, будучи 23-летним, до сих пор не снялся бы в главных ролях, снимался бы где-то в эпизодах, возможно, ушел бы уже давно за кадр. Но я к тому, что до сих пор по-любому был бы в творчестве. Но «В поисках мамы» — это вот фильм, где я был в главных ролях, это такой масштабный проект, который снялся, где я снялся в главных ролях, и фильм, который показали по всей Средней Азии, и фильм, который поучаствовал в многих кинофестивалях. Если что, кстати, я выиграл лучшую мужскую роль в кинофестивале под названием «Артек». Он проходил в Сочи. Это такой некий кинофестиваль, где участвуют и дети, и киношники. И там вот все смотрели фильм, оказывается. Там я вот выиграл в 2018 году лучшую мужскую роль. И сразу же в 2018 тут нашу местную кинопремию «Акильбирс», лучшая мужская роль. Вот, по-любому, это вот самый такой масштабный проект, благодаря которому я не знаю, я, наверное, буду благодарить создателя этого фильма, своих старших братьев с этого фильма, пока я буду жив. Да? То есть это вот, да, это такая, настолько значимый был проект, что, я не знаю, он очень... «В поисках мамы» — это вот переломный даже момент в жизни. То есть потому что переходный период или... Нет, переломный момент, потому что жизнь изменилась очень сильно. То есть, конечно, после этого ты уже Азамат Уланов, это все уже личный бренд. То есть тебя знают в Казахстане, не в Алмате, не на Курдае, а прям в Казахстане знают. И очень много с момента, с момента «В поисках мамы» очень много заказов в Инстаграме. Очень много проектов с Казахстана. И Получается, вот с этого проекта, с фильма «В поисках мамы» вы начали уже участвовать в более таких международных проектах, назовем, с Казахстаном, сотрудничать. Потом второй фильм, это, наверное, «Брат или брак 2». Тоже казахстанский проект. Да, казахстанский проект. Почему? Потому что он дал
такой, как папа всегда говорит, дал поплывку еще дольше стоять над водой. То есть это вот так папа всегда говорит. То есть благодаря «Брат или брак 2» я свою узнаваемость продлил. То есть когда я элементарно, вот мы недавно со сборной Кыргызстана по медиафутболу сыграли против сборной Казахстана, и когда люди фотались, там, агашки, эжешки, татешки, они такие, типа, «Брат или брак 2» классный фильм. То есть не только «В поисках мамы». Вот, по второму проекту. Вот эти два проекта. «Биртуанчик» сыграл свою роль. Потому вот. что это такой, вот именно, это вы вот сказали, фундамент. это первый фильм, в котором вы играли уже такую более, ну, не знаю. Где я проявил себя. Вот, у вас же тоже была второстепенная роль «Биртуанчика». да, второстепенно, но очень такая вот с тяжелым текстом, с тяжелой харизмой. Но вот на тот момент горящий Азамат сыграл. Это вот фундамент, наверное. Или даже котлован. Что именно? Ну, типа вот в создании Азамата Уланова. То есть это послужило таким большим, чем-то большим. Наверное, вот эти 3 проекта. И все, остальные уже такие, ну, если... Не обижаем никого, да? А если говорить сейчас о проектах, как вы... Вообще, крайний проект, в котором вы сейчас снялись? В котором я лично прям снялся, это «Хан Урсун». В прошлом году вышел. Да, а как сейчас вы вообще отбираете ли вы как-то проекты, в которых вы будете принимать участие? Проходите кастинг или, может быть, вас сами приглашают создатели фильма? Я не знаю, к сожалению или к счастью, но ни разу еще не было, чтобы я отказывал в каком-либо проекте. Оказывается, к сожалению. Отказывали? Нет, то есть когда-то был проект, в котором я, после чего я понял, что лучше отказал бы. Так, какой проект? Потом скажи. Да? Не в эфире? Нет, я расскажу. Сейчас вопрос до конца этот. Вот, само собой, если какой-то проект мне не понравится, где мне отправят сценарий заранее, если мне понравится, я откажу. Вот. То есть раньше, если я в тот момент, где я не скажу, что я перестал это делать, а в тот момент, когда я больше упорствовал над работой сделать имя Азамат Уланов, тогда еще, возможно, я поэтому и не отказывал, снимался везде, чтобы работать. Опять-таки я сделаю так подметку, что я до сих пор работаю над именем своим, но чуть меньше. Вот. И сейчас я уже, наверное, вот выберу по-любому. То есть если там где-то по религии, возможно, будет несовпадение, там, по принципам каким-то, да, то, возможно, я откажу. Но сейчас я уже вот по чуть-чуть сливаюсь и уже параллельно начинаю работать за кадром. Вот, и как-то так. Так, к этому мы придем. Мне интересно насчет проекта, в котором вы сказали, что, к сожалению, вот я принял в нем участие, но, наверное, было бы лучше, если бы отказал. Если не секрет, что это был за фильм? Фильм называется «Три лимона». Как это было? В общем, я находился в Бишкеке, звонит этот человек, говорит: Азамат, есть один фильм, хочу увидеть тебя в эпизоде. Там в этом фильме снимался главный герой фильма «Рэкетир 2». Вот. Он будет сниматься. Главная актриса тоже с Казахстана. И этот фильм вообще акцентирован на Казахстан. У нас тоже выйдет, но акцента здесь не будет. Приедут сниматься КВНщики с России, Камызяк, Муха и длинный русский, я его имя забыл. Я тоже. Короче, как ты его зовут? Саша, что-то такое. Они приедут сниматься, с ними увидишься. Я все в Камызяк. КВН, да? В тот момент я в КВН играл, и они в высшей лиге просто рвали. Я думаю, Камызяк, все, я готов сниматься.
Потом, как там было? Говорят, вот с утра поедем на Иссык-Куль, с ним и вечером выедем обратно. То есть съемки проходили здесь, в Кыргызстане? Да, здесь, в Кыргызстане, на Иссык-Куль у нас. Окей. Мы выехали. Но, оказывается, я не спросил сценарий. Сколько что вам я тогда должен было был лет? делать? Мне было, это вот, это было после виртуанчика. То есть где-то, наверное, 14, вот так. Мы поехали на Иссык-Куль, приехали, и там на месте, ну тогда я же неопытный, и тогда на месте мне дают сценарий. Я, оказывается, должен был на пирсе в плавках, типа я как бы только вышел с воды, ну без футболки, без ничего, в плавках, держать двух девушек в купальниках за талии. В 14 лет? В 14 лет. То есть они в купальниках, там, ну, полуобнаженные, в купальниках, и вот так идти с ними по пирсу, остановиться. И якобы вот главная героиня с главным героем, и главная героиня — это моя сестра родная. Я вижу, что к ней какой-то пацан подкатывает, этот главный актер, который с «Рекетира 2». Я должен был к нему подойти, и это все делать вот в плавках. Знаете, и вот так встать, и типа вот что-то какой-то текст в стиле виртуанчика. Такой тяжелый, красивые слова, и это их много, и надо было быстро проговорить. Прям один в один сирийская виртуанчика. Что-то я проговорил. Потом он такой, нифига себе, я такой, типа, слышь, давай, типа, короче, с моей сестрой аккуратнее, что-то. Потом уйти обратно с двух девушек, так взять за талию и уйти. Ну, то есть по логике вообще не обоснованно. Вообще не оправданно, почему я держу двух девушек. Окей, за сестру, типа, заступись, ты сам такой пацан, этот. Ну вот почему ты этих двух девушек я держал, я сам до сих пор не пойму. Как сценарист, я уже сейчас говорю, это вообще неоправданно было. И потом я это на экране себя вижу, мне было, клянусь, мерзко, будучи 14-летним. Я так смотрю, я такой, типа, ё-моё, зачем? То есть я сожалею, что в моем портфолио есть такой фильм. Можно сказать, что вот, наверное, после этого фильма вы чуть начали, так, не знаю, может быть, разбирать, в каких проектах мне стоит участвовать, в каких нет. Да, вот опять-таки, после этого я бы разбирал бы, но не было таких фильмов, где типа я прочитал бы, типа, я не снимаю. Все фильмы были кайфовые. Вот. А если, вот вы сказали, что у вас там была такая немножко, я не знаю, юмористичная, что ли, комедийная роль, можно, да, так сказать. И вообще во многих фильмах вы исполняете такую вот роль. Как вам это вообще близко в жизни? Такой смешной, на расслабоне, не знаю, на чиле. В моем, так сказать, портфолио я снялся в 18 фильмах. И за все эти 18 фильмов есть единственный фильм, где я сыграл самого себя. То есть, когда говорят «стоп», я типа не вот так. Не вот так, то есть не прекращал быть каким-то актером, да, актером, не выходил с образа, а вот играл самого себя. Это фильм «Кошбой». Это вот фильм, который вышел в прошлом году, в августе. Да, кажется. Это вот, где режиссер был Ильгиз Хуатбек, когда мы с ним, это вот человек, как раз, который позвал меня в Тамашоу со школьной лиги, то есть он мне очень близкий человек, с 2011 года знакомы с ним. Вот. И мы можем вот вообще смело сидеть, свободно общаться. Я говорю, Илька, что под моим образом, что думаешь? Кем мне быть? И он говорит, да блин, когда мы писали, если честно, мы видели тебя самого. Какой ты, Азамат? Будь собой. Типа, то есть нету границ. И вообще он реально за 15 съемочных дней ни разу не подправил. Нет, конечно, имеется в виду по словам где-то, там, чуть по мимике, но по игре, по образу моему он не подправлял, потому что он дал свободу. Он говорит, будь собой. И реально, когда говорили, начали, мне не приходилось настраиваться. Так, типа, мой образ, как обычно в фильмах делается так, мой образ, он такой, как он сыграл бы, как он это ощутил бы. То есть нет, я просто сидел, мог в телефоне сидеть, начали, Все, я был собой, и мне так сильно понравилось. Я когда на закрытом показе смотрел на себя, я кайфовал. Мне понравилось, и я верил в себя.
Верю, да? Да, а во всех остальных фильмах мне всегда приходилось играть кого-то, настраиваться, вот, ощущать эмоции вот этого образа, вот этого персонажа. И я скажу, что поначалу, конечно, было тяжело, это все приходит с опытом, но в этом моменте, как тяжело ощутить своего персонажа, большую роль играет роль режиссера, потому что каким бы ты ни был бы профессиональным актером, новичком, одинаково. То есть из новичка профессионала может сделать режиссер, и профессионалу может помочь режиссер. То есть как он подойдет, как он с тобой работает, это большую роль играет. То есть, получается, персонажи, которых вы играли до этого, там что-то комедийное, что-то более смешное, это вам не близко в жизни? Вы сами в жизни такой человек? Нет, конечно, наоборот, близко. Да? Потому что, да, я в жизни сам, наверное, можно сказать, веселый, на драйве всегда. Ну, еще не было персонажа, Которого вам было бы тяжело играть? да, которым типа, мне не понравился бы, или который бы не был мне близок. Все персонажи были по-своему классные. Вот у вас больше образов именно вот таких, не знаю, повторения получается, но в любом случае они более такие комедийные. Это вот, наверное, еще исходит из того, что вы раньше играли в Тамашов, КВН. Не стало ли это вот каким-то клише? То есть вас приглашают в такие проекты, где вы должны играть именно такого смешного мальчика? Ну, знаете, тут есть несколько моментов. То есть, конечно, я бы хотел бы сыграть в каком-то другом жанре, будь то мелодрама, боевик. Но тут не сколько мое желание, сколько рынок у нас такой. То есть больше таких фильмов в целом? Да. Почему я снимаю всегда в комедийных образах? Потому что наши фильмы все и комедии. Да? Наши люди любят комедию. И все режиссеры и продюсеры в Кыргызстане понимают, что надо снимать только комедию. Это вот только недавно. Последние 2 года все чуть стараются боевик снять, где-то чуть-чуть страшилку, хоррор, с элементами комедии, то, чтобы аккуратно, да, чтобы был такой градиент, можно сказать, да. Вот. Но это никак не клише. То есть в фильме «Ханушун», к примеру, я сыграл такого серьезного дядьку. То есть по сценарию мы вампиры все. Я самый древний вампир, которому 360 лет. И то есть у меня установка от режиссера, задача была сыграть самого старшего. Как морально, только морально. То есть там, конечно, был Кумендер Абылов, человек, которому в реальной жизни 70 с чем-то лет. Но в фильме я должен был показать, что я старше него. То есть я такой, всегда руки сзади, типа там, решающий, главный в семье. Что-то новое, уже по чуть-чуть, да. Вот так вот. А если говорить о проектах в будущем, есть ли у вас какие-то, приоткройте нам так завесу тайны, есть ли у вас какие-то планы на будущее? Ну, тайн нету. Мы сняли фильм «Чоңкыз», который выйдет 25 апреля во всех кинотеатрах Кыргызстана с 25 апреля. И это вот впервые за 13 лет, впервые мой первый фильм в качестве не актера, а продюсера и сценариста. Вот. И вы потихоньку, получается, внедряетесь уже в эту сферу. Да. То есть, за кулисье, скажем. Ближайший план это вот мы скоро садимся за следующий проект. Я снова буду в качестве продюсера-сценариста, да? Проектов пока что нет. То есть, где я чтобы сыграл бы как актер. Имеется в виду, предложений нет. Да, не было предложений. Ну и пока что вот хочется работать уже как над своими проектами. «Чоңкыз» — это мое детище. Это вот то, что я сам снял. Фильм, над которым я сам лично 3 месяца трудился, думал. И во время съемок сам лично потел. Страдал,
морально, физически. И как фильм выйдет, мы начнем писать следующий фильм. Вы сказали, это ваш первый фильм в качестве сценариста и в качестве продюсера. Ага. То впечатления вы свои сказали, а вообще каково это быть уже не в кадре, а получается за пределами кадра? За Ну, кадром? есть свои плюсы, есть свой кайф, можно сказать, да. Ну, мне понравилось. Точно не скажу, что, типа, я пожалел. Это вот иногда моментами я вот смотрел на наших главных героев и себя вспоминал. Мгм. И представлял, что, оказывается, я всегда выглядел так со стороны. И В плане играли роль какую-то? да, то есть в целом актер со стороны, оказывается, выглядит так. Мгм. То есть когда он готовится, когда на него петличку надевают, когда он играет, вот это все, и когда у него не получается. И в целом последние, наверное, ну, года 3, Мгм. наверное, если чуть меньше, возможно. Есть цель стать режиссером, да, это вот что-то вот такое. Ну, 3 года назад это еще было так, типа, ну, мысленно, блин, режиссером стать бы. А потом постепенно это все уже, эта идея проходила редактуру внутри себя и утверждалась многими департаментами, да, внутри. И уже, наверное, как точно могу сказать, как последний год я к этому уже все, эта идея утвердилась, я к этому иду целенаправленно, стать режиссером, но для этого я хочу набраться огромного опыта, возможно, где-то даже профессионально пойти, там, обучиться. Конечно, не в учреждении, то есть не в институт. Может, курсы какие-то? Да, возможно, курсы или там что-то но стать режиссером это вот ближайший план. Ваши Ближайшие цели на лет ближайшие 10, может быть, меньше. Мгм. И, но это никак не значит, что я забросил актерскую деятельность. То есть актер же это не в силах актера сниматься. То есть актер это человек, который ждет. Я такого же сейчас, если будет предложение с той же Алматы, Бишкек, там, любое предложение, то если понравится, я готов сняться. А писать, быть сценаристом и продюсером, это, наверное, параллельно. Ну, слушайте, я желаю вам удачи в любом случае. Получается, вы так объявили, я открыт к предложениям, Да, да? если что, я все еще актер. Ну, классно. Так, а теперь у нас с вами интерактив. Мгм. Есть рубрика, такая наша традиция, традиционная рубрика. Сейчас на экране будут стоп-кадры с разных фильмов, и вы должны будете угадать их название. Мгм. У вас со зрением все отлично? Ой. Видите? Орлиный глаз. Да? Ну, слушайте. Прекрасно. Начинаем. Приехали, я не знаю, что это за фильм. Так, ну, я думаю, вы его смотрели 100%. Серьезно? Но почему-то мне кажется, что смотрели, потому что это очень Это известный явно фильм. не бишкекский фильм. Нет, это международный фильм, не бишкекский. Так. Он очень много премий выиграл. Это «Паразит»? Да, это «Паразиты». Всё, вот всё. прям Знаете, самое- как я самое понял, начало. клянусь? Это типа по цветокоррекции. То, что такие тона, да? Да, то, что Да. это вот, клянусь, вот, почему я это не сказал, вот теперь приходится говорить. Я клянусь, хотел сказать, это, наверное, корейский или японский фильм. Потому что только японцы или корейцы так красят фильм. Это Такая «Паразиты». визитная карточка, наверное, да? Мгм. Так, следующий. Это «Хошбой». Також бой, да. Это «Хошбой». Следующий. Это «Бегущий в лабиринте». Вау, да. Я боялась, думаю, угадайте, нет? Ну, а что ты угадываешь? Тут же по-любому понятно. вот. То, что он так закрывается, открывается ворота. Да, класс. Следующий фильм. «Виртуанчик». Так, правильно. Мгм. О, Тут прям главный актер. аж грустно Главный стало. Почему? Фильм такой, потому что «Салам, Нью-Йорк». Да. Все, я сегодня пойду и ночью пересмотрю, клянусь. Давайте. Офигеть, аж пробило. Ностальгия, да? Это Следующий. «Аватар». Да, ну тут тоже. Ну, потяжелее сделали бы, Ну, что? я боялась, что не угадаю. Настолько легко. Ладно, может, тяжелее сейчас будет, не буду выпендриваться.
Нет, вряд ли. Там уже 2 фильма осталось у нас. Вот же он. Это еще, вот там уже солнце заходит. Вот спустя где-то 40 минут я получу 500 сом и поеду домой радовать маму. Даже Сенен Нерл Максим. Все верно. И последний фильм. В поисках мамы. Я эту цепочку понял. Я, кстати, вот побольше добавила ваших проектов и вот кыргызстанских, скажем так, международных не знаю. Что-то я подумала, угадаете, не угадаете, извините. Ну вот самое тяжелое, наверное, «Паразит». Самый первый, да? Да, самый первый, где я так подумал. Да, надо было просто... Там просто актеров не было видно. Было бы видно, тоже бы сразу угадали, да? Ну все. На этом эфир подходит к концу. У нас есть такая тоже традиция вообще в целом. В конце эфира у меня такой вопрос всем нашим гостям. Что для вас кино? Я так его сказала тоже, да? Что для вас кино? Ваша вот ассоциация именно с кино. Для меня это там, съемки и так далее. Может быть, для вас это что-то более глубокое. То есть это был примерно. Кино для меня это съемки. Что для вас кино? Подумайте. Как бы сказать? Можешь не одним словом? Конечно. А я думал, это типа вот одно Нет, слово. Ну это ассоциация, но имеется в виду, чем для вас ассоциируется Блин, ну кино. кино для меня это, знаете, это уже, как бы сказать, это, ну, не смысл жизни, да? Не смысл жизни. Нет, нет. Это вот, ух, такой хороший вопрос, а я, прикиньте, не думал над этим. Что для вас кино? Кино, ну, блин, это же... Давайте так, кино это для меня, это работа. Как называется слово, где ты вот работа, в которой ты не работаешь? Как это можно сказать? Хобби, которое приносит деньги? Вот просто хобби, как будто я обижу. Вот это слово кино типа для меня. Недостаточно хорошо, как да, хобби. недостаточно, вот, типа, хорошо сказано Да, хобби. да, Потому что да. хобби это типа вот я могу там вот, ну, футбол, вот это хобби. То есть, а кино это вот вещь, это вот слово, сфера, благодаря которому я сижу здесь, можно сказать. Но и нельзя обидеть КВН. То есть фундамент это КВН, да, правильно? КВНу я отдельно благодарен. Но вот кино это вот, давайте как скажем, я не знаю, как сказать. Боже мой, я не знаю, как сказать. Не задумывались об этом? Вообще не задумывался. Вы что делаете? Заранее написали, я подумал. Как скажем, кино, блин, кино это все, кино это вещь, от которой я кайфую, можно так сказать? Конечно. Для меня. Это Что ваше для меня право. Как? Кино это вот вещь, от которого... Кино это вещь, без которой жить не могу. О. Вот, так сказать. Потому что до фильма «Каникулы», это фильм, который вышел в прошлом году в мае, до фильма «Каникулы» у меня была пауза 4 года. 4 года я не снимался в фильмах. Прикиньте. Чем вы занимались все это время? Я занимался Инстаграмом. Всё. И я где-то пропадал. Блин, жалко, что мы не поговорили на эту тему. Ладно, там есть просто тема, где я уже искал себе работу. Я готов был работать Такой водителем. Кризис. Да, я говорил папе, есть друзья, которым нужен водитель. То есть вот, я готов был работать водителем. Я готов был работать ассистентом оператора, свет таскать. То есть я как-то мне нужно было искать деньги. Какой это был период? Да, это вот Год, был период имеете в виду? 2020, 20-21, вот эти моменты. Вот, и я был в сильной депрессии. Да, мне было очень тяжело, сказать, как зависимость, как у наркозависимых людей. То есть меня резко отобрали фильм. Я отправлял видео на кастинги, и там не получалось. Это вот, наверное, какая-то черная полоса в жизни была. И тогда я вот понял, что, оказывается, я не могу жить без творчества, а именно вот съемок. И
Наверное, такой ответ, что кино для меня это... Я не могу жить без кино. Я зависим. Кайфую от съемок. Мгм. Вот. Как актер и в будущем Да в как целом. режиссер, сценарист. Да, просто находиться, вот, ощущать вот эту атмосферу, видеть камеры, от процесса съемок я Мгм. вот получаю реально. У меня какие-то вот феромоны выделяются. Это кайф. Все. Да хоть просто, даже не сниматься, я клянусь, даже если сейчас, я вот, к примеру, в городе сейчас очень много фильмов снимают, у меня знакомые. Если сейчас я просто поеду и посижу, я буду кайфовать. То есть не в качестве вот участника, а от процесса имеется в виду. Если буду просто сидеть, и чужие люди будут снимать, типа, все, начали, я, хотя бы там несколько знакомых будет, я буду сидеть, я просто буду смотреть, это кайфовать от этого процесса. Кайф. Вот настолько Все, это для получил, меня. можно идти, да? Да. Ну, слушайте, ответ хороший. Не помню, чтобы кто-то из наших гостей так отвечал, знаете. Ну, Ну, у всех в любом случае всегда да, индивидуальные конечно, свои ответы. Конечно, конечно. Каждый по-другому, Да, по-своему воспринимает. ну, класс. На этом все. Спасибо вам большое за эфир. Вам спасибо большое за приглашение. Очень круто. Круто провели Спасибо. время. У нас сегодня в гостях в студии был актер известный. Также отметим обязательно тот факт, что вы начинающий сценарист и продюсер Спасибо Азамат большое. Уланов. И я, ведущая Чонг Экрана Айпирита Якулова. Всем пока. Пока.